новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 19 июня, среда, и сегодняшняя дата оставила свой след в истории как день, когда был вычислен радиус Земли, и он равен по экватору 6378 километрам. Совершил этот подвиг греческий ученый Эратосфен Киренский аж в 240 году до нашей эры. Каким образом удалось выяснить, что выяснил он именно в этот день, 19 июня, непонятно, но пусть будет так. Зато точно известно, что именно 19 июня 1882 года Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства в США, а в нашей стране, в Ленинграде, в этот день был установлен памятник Пушкину. В 2002 году путешественник Стив Фоссет впервые в истории совершил одиночный кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре. Он начался 19 июня и завершился 3 июля того же года. До этого подобные попытки он предпринимал 6 раз, но каждый раз они не увенчались успехом. Кроме этого, 19 июня – это Международный день прогулки, так что сегодня можно смело отметить этот неофициальный праздник, устроив небольшую прогулку после работы или в обеденный перерыв. Тем более, что погода сегодня будет, как обещают синоптики, просто замечательная. А какая именно, давайте узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила 14-17 градусов. Днем ожидается 25-28. В Заречье утром было 13-21. Днем ожидается потепление до 27 градусов. На юге в 6 часов утра температура воздуха составила 10-11. Днем ожидается 23 градуса тепла. В Вилюйской группе улусов утренняя температура 16-23, а дневная 27 и 34 градуса тепла. В Нижнеленских улусах утренняя температура 19-20, а днем ожидается там потепление до 30 градусов. На западе 13-17 это утренняя температура, а дневная также ожидайте жаркую погоду 30 градусов. В Колымо-Индигирских улусах прохладно, утром 5-14 градусов, а днем 15-24. В Янских утренняя температура 9-18, а дневная 16-26. На северо-западе утром было 4-16 градусов, а днем ожидается 18-23. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 18 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. И днем ожидается также жарко, как вчера, 28-30 градусов, без осадков. Друзья, не забывайте, что мы работаем для вас в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8-914-279-2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. Я обязательно всех их прочту в нашем эфире. Нередко банк может предложить получить вам карту с овердрафтом. Что это такое и как правильно этим пользоваться, об этом мы узнаем из нашего следующего сюжета. Овердрафт в дословном переводе означает перерасход. То есть, когда банк одобрил овердрафт по вашей карте, вы можете осуществить покупку даже при отсутствии или при недостаточном наличии денежных средств на вашем счете. И как только денежные средства поступят на ваш счет, банк моментально в автоматическом режиме спишет этот перерасход в свою пользу. Овердрафт – это тот же кредит, и банк выдает его на определенных условиях. Заранее оговаривает с вами максимальную сумму овердрафта, проценты по нему, беспроцентный период, если он есть, а также пени и штрафы в случае просрочки. Главное отличие состоит в том, что овердрафт работает по дебетовым картам, то есть по зарплатным картам, по картам, на которые поступают регулярные платежи. Лимит по овердрафту
не должен превышать сумму регулярных платежей больше, чем в 2 раза. Срок погашения овердрафта составляет 1 месяц, в крайнем случае 2 месяца. В течение этого периода вы обязаны погасить овердрафт, и только после этого можете пользоваться им снова. Проценты по овердрафту несколько выше, чем по кредитным картам или по кредитам. Но учитывая то, что срок погашения кредита овердрафта быстрый, то, соответственно, и переплата будет небольшая. Овердрафт списывается автоматически и в полной сумме. В целом, овердрафт – это удобный и выгодный инструмент. Но прежде чем воспользоваться овердрафтом, нужно, конечно, проговорить со своим банком все условия по нему. Овердрафт – это инструмент, который требует финансовой дисциплины. Этим летом в Якутске на базе Арктического государственного института культуры и искусств стартовал образовательный проект, аналога которому в республике до сих пор не было. В течение лета будет работать летняя школа для ювелиров-дизайнеров от знаменитой британской школы дизайна. Слушатели в течение 3 месяцев пройдут теорию и практику, получат полезные знания и навыки от преподавателей британской высшей школы дизайна, не выезжая за пределы Якутска, и самостоятельно изготовить свое первое ювелирное изделие. Занятия по направлению современного ювелирного дизайна ведут эксперты британской высшей школы дизайна. Как отмечают организаторы, школа дает возможность консолидировать усилия дизайнеров и мастеров-ювелиров, представляющих целый пул предприятий. Преподавательский состав полностью приехал из Москвы, из британской высшей школы дизайна в составе 5 человек. Как раз-таки в год консолидации наши силы объединились для того, чтобы наши ювелиры Якутии вышли на новый уровень развития, для того, чтобы их продукция была актуальна на российском и мировом рынке. Школа «Ювелирный дизайн» собрала на одной площадке всех желающих студентов, специалистов-вольнослушателей. Обучение будет проходить в течение 3 месяцев. Для нас это очень интересно. Это пройти, изучить, узнать что-то новое и попробовать самому сделать какие-то ювелирные украшения в современном виде, получается, в современном видении. Особенно для меня интересно, как графический дизайн, как, например, можно даже и графику применить в ювелирном дизайне, например, скорее всего. Показать в материале, может быть, как-то что-то такое интересного, например. Изучить какую-то структуру, например, какого-то, например, материала, да, и это все это показать в этом как раз в украшении. И мы здесь, конечно, узнаем очень многого такого, знаете, интересного, что, может быть, ювелирный дизайн, может быть, даже он, как сказать, не для удобства, может быть, да, а где-то даже для красоты, для вот, чтобы показать какую-то эстетику, да, вот в этом украшении. Куратором курса «Ювелирный дизайн» является Игорь Комов, известный эксперт-дизайнер, автор необычных ювелирных украшений, которые пользуются популярностью во всем мире. Программа состоит из 5 дисциплин. Я веду основную из них. Это, собственно, дизайн ювелирных изделий. Помимо дизайна у нас есть аналитический рисунок, который отличается от традиционного рисунка и тоже призван добавить компетенции в области современного проектирования. Также у нас есть основы SMM, потому что без социальных сетей у нас не работает ни одна ювелирная компания в современном мире. Основа маркетинга и тенденция в современном дизайне. Программа такова, что первый месяц мы очень плотно занимаемся с студентами, затем мы отпускаем их создавать свои коллекции, затем приезжаем снова, чтобы аттестовать их и подготовиться к выставке. В следующем месяце начнутся практические занятия на территории нового ювелирно-гранильного кластера в поселке Кангаласы. После курсов слушатели защитят свои работы, представив авторские капсульные коллекции. Они будут презентованы широкому кругу общественности на общегородском мероприятии. Наталья Колесова, Александр Слепцов. Новый день.
А между тем в России начались резервные дни сдачи единого государственного экзамена. А те, кто сдавал ЕГЭ в основной период, в эти дни дожидаются результатов последних испытаний. А затем у выпускников стоит новая задача – поступление в желаемый вуз. Как помочь абитуриенту с подачей документов, об этом расскажет Анна Иванова. 20 июня в главном учебном корпусе начнет свою работу приемная комиссия СВФУ. В связи с этим мы хотим поделиться советами для абитуриентов, которые помогут меньше волноваться и легче ориентироваться в процессе. Начиная подготовку к вступительным экзаменам, если есть возможность, внимательно изучите экзаменационную программу или билеты. Это даст весомое преимущество. Не рекомендуется пить успокоительные таблетки. Последствия могут быть совсем иными. Начнут трястись руки и ноги, в голове будет лишь туман. В состав перечня документов для поступления входят копии паспорта, аттестата, медицинской справки номер 086У, сертификата о прививках, ИНН, СНИЛС и фото 3×4. Также при наличии копия военного билета, приписного удостоверения, договора о целевом обучении, документы, подтверждающие поступление по особым правам. Важно помнить о своем здоровье. Вступительные экзамены, конкурс на бюджетные места – все это стресс для организма. Хотим поделиться еще 5 главными советами, которые значительно ускорят данный процесс. Трезво оцени ситуацию и составь свой список вузов. Прочитай нужную информацию до начала приемной кампании. Можно подавать документы в 5 вузов. Используй все свои шансы. Заранее подготовь копии нужных документов. И самое главное, не бойся задавать вопросы приемной комиссии. Анна Иванова, Семен Афанасьев, Новый день, Якутск. А между тем, Якутия в эти дни стала центром культуры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Дело в том, что в столице республики проходит 10-й межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов нашей страны. И только что перед вами выступили участники этого фестиваля, гости из Камчатки, члены Венгерского народного ансамбля «Норгенек», художественный руководитель которого сегодня у нас в гостях. Это Лилия
Егоровна Банаканова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, режиссер этнокультурного центра МНДЭК. А также я рада представить вам Ольгу Хурьон, руководителя Центра по сохранению и развитию традиционной культуры малочисленных народов Севера Сахалинская область. Правильно я сказала, да? И Сергей Семенов, это уже наш якутянин, генеральный директор Республиканского дома народного творчества социальных и культурных технологий. Доброе утро. Доброе утро. Замечательное выступление. Скажите, Лилия Егоровна, о чем был танец, о чем была песня? Это танец. Нурганек в переводе с ивенского языка означает праздник танца. И каждый вечер в былые времена девушки зазывали на танец мужчин, которые вернулись из оленеводческого стада, или из охоты, или из рыбалки, и заводили их своим танцем. Потом подключались мужчины, и получался такой праздник танца. Очень красивый, энергичный танец. Сергей Степанович, ну, вопрос к вам, конечно же, да, по организации вот этого смотра 10-го межрегионального. Да. Какие вот субъекты Российской Федерации, какие народности приехали в Якутск? Ну, сперва надо сказать, что этот форум проходит под эгидой Министерства культуры Российской Федерации уже в 10-й раз, и оно проходит в местах компактного проживания коренных народов России, малочисленных народов России, да. К нам приехало из 6 регионов, ну, мы 7-й регион, да, из Коми, из Кемеровской области, Магадан, Камчатка, Сахалин, да, Сахалин, Бурятия. Бурятия и Иркутская область. Ага. А какова программа вообще будет форума всего? Ну, форум будет проходить 3 дня. Сегодня у нас 10 часов, на первый день, 10 часов в Доме дружбы народа имени Кулакошкова начинается научно-практическая конференция. В 1:40 будет торжественное открытие. Потом как бы, ну, смотр сам, ну, будут показывать. У нас выставка декоративно-прикладного искусства в Доме дружбы уже развернута, да, тоже откроется в 10 часов утра. Завтра наши гости поедут на Исэх-Олонхо, Дамский улус. Да, и там тоже предусмотрена программа их выступления на главном тюрьге. Будет, ну, вечером. Будет, а послезавтра уже будет на площади Орджоникидзе с 5 часов торжественный гала-концерт. Послезавтра, то есть горожане на площади Орджоникидзе Да, могут 21-го, посмотреть концерт? да, могут на площади Орджоникидзе прийти посмотреть концерт. Он буквально начнется с 2 часов, ну, с 5 гала-концерт. Очень интересная программа. Ольга Юрьевна, Лилия Егоровна, что вы вообще подготовили для выставки, для научно-практической конференции? Ну, мы привезли небольшую нашу такую экспозицию, коллекцию эвенских сумочек и резьба по кости. Дорога длинная, и, в общем, по мере возможности, конечно, мы немного взяли. А Ольга Юрьевна? Да, во-первых, я хотела еще небольшую поправочку сказать. Я руководитель делегации, а не руководитель организации этнокультурного центра. Я извиняюсь. Да, вот. И мы привезли выставку декоративно-прикладного творчества, в том числе у нас на Сахалине проживают разные коренные этносы, и в рамках нашей выставки представлены костюмы разных народов. Это в том числе нивские костюмы, нанайские костюмы, и даже есть айнские. Когда-то айны проживали на территории Сахалина. Эту выставку мы можем уже начать посмотреть с сегодняшнего дня. 10 часов утра, да, уже откроется. В дворце? В Доме дружбы народов. Доме дружбы народов. Ага. Лилия Егоровна, я знаю, что вы впервые в Якутске были 30 лет назад, как раз-таки посетили Исэх, да? И тогда, как мне вот рассказывали, у вас появилось такое заветное желание, чтобы ваш праздник Нурганек также стал таким же народным, таким же желанным. Это желание исполнилось или нет? Да, исполнилось 30 лет назад, когда я общалась с народами Якутии. Я у них спрашивала, что для них значит этот праздник. И они мне говорили, что это их любимый праздник, что они едут из Москвы, из Ленинграда. И я отошла в сторонку, смотрела, сколько народу, столько действий интересных. А мы тогда впервые провели праздник, и я выехала в Якутск на фестиваль молодежи. И я загадала желание, что я все равно добьюсь, чтобы наш праздник Нурганек тоже стал большим, массовым, и чтобы также ехали мои соплеменники на этот праздник, где бы они ни были. И едут, и
с удовольствием и очень радует, что когда они везут своих детей и специально берут отпуска и тоже едут. Уже 30 лет. 22 июня у нас 22 будет июня, да? 30-й праздник Нурганек. Здорово. Ольга Юрьевна, расскажите, у вас на Сахалине вот какой праздник отмечается? Медвежий праздник, да? Или я ошибаюсь? Ну, традиционно, да, у Нивхов такой праздник был, праздник медведя. Последний такой праздник проводился в 1982 году. А сегодня этот праздник преобразовался и называется праздник народов Севера, поскольку у нас проживает 4 коренных этноса, помимо других национальностей на территории области. А в какое время отмечается вот ваш праздник? Обычно весной, раз в 4 года. Весной это в какой вот месяц? Он плавающий, да? Ну, обычно это март, скорее это март проводится, да, и он проводится, приезжают с разных муниципальных образований представители коренных народов. А почему называется медвежий вот праздник? И сейчас вот он немножко видоизменился, да, в названии? Да, потому что раньше такой был обряд, как раз у Нивхов, это медведь, это тотемное животное, которому поклонялись, которого почитали. И тогда этот праздник проводился тоже раз в 3-4 года. Вот, и он проводился прям с обрядом убиения медведя. Но сегодня, понятно, мы живем в цивилизованном мире, поэтому у нас сегодня праздник именно в таком реконструированном виде. Да, реконструирован. И сегодня он объединяет разные национальные коллективы, проводятся спортивные состязания, предоставляется национальная кухня. Ну, таким образом. Вы как бы представляете Центр по сохранению и развитию традиционной культуры Кых, да? Как переводится вот это? Кых в переводе лебедь, это в переводе с низкого языка. Ага, очень красивое такое созвучие. Лилия Егоровна, я еще знаю, что недавно, буквально вот на днях, в Хабаровске вы выиграли большой вот престижный конкурс, стали обладателем гран-при. Скажите, вот насколько ожидаемая была эта вот ваша победа? И что вот это дает в будущем вам? Ну, участвовал наш эвенский народный ансамбль «Нурганек» в составе 16 человек. И мы подготовили постановку, корякскую постановку «Волчий капюшон». В нашем маленьком селе Анавгай, в Быстринском районе живут коряки. И наши эвены, это место компактного проживания эвенов. И мы как бы соединили две культуры и поставили «Волчий капюшон». Это когда волчья стая приходила в оленье стадо и начинали выбивать оленей, то мужчины шли к шаманке и просили ее, чтобы она провела обряд, чтобы волки ушли. И шаманка как бы входила в образ волчицы и говорила волкам, чтобы они уходили через огонь, через свою речь. И вот такая постановка у нас национальная такая. Как две интересно. Культуры слились. И там же включена в эту постановку такая миниатюра, танец стынывен. Это женская доска для кройки, эвенская детская доска, женская доска. И раньше по рассказам этнографа Анатолия Афанасьевича Алексеева, мы с ним дружим, он эвеновед, и он рассказал нам вот эту легенду, что женщины-шаманки ночью брали вот эти доски, они как парапланы, они немного покатые, и они летали по вселенной. И мы тоже включили в эту постановку. Ой, какая замечательная история. А я еще знаю, что на Сахалине, а на Камчатке точно НВК Саха смотрят, так что вы можете, пользуясь случаем, передать привет своим родным на вашем языке. Здорово, Ибдири, Бутик Якутского, Айчбидлеле, Айчбиден, наш праздник Нурганек. До встречи. Касказиве, намагут хунве, холов хаврве. Прям такой красивый язык, да? Заслушаешься. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за то, что украсили наш эфир. Очень приятно было вас видеть в нашей студии, приятно было познакомиться. Приезжайте к нам в Якутск еще раз, приходите в гости. Друзья, сейчас реклама.
Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 19 июня, среда. И сегодняшняя дата запомнилась в истории как день установления памятника Пушкину в Ленинграде. Примечательно, что памятник этому поэту был открыт в Москве также в июне, а точнее во вчерашний день, 18 июня, но уже в 1880 году. Еще странным совпадением для нас стал тот факт, что во вчерашний день состоялся первый беспосадочный трансатлантический перелет на самолете. Вчера я об этом вам рассказывала. А сегодня, 19 июня, то есть сегодняшний день, состоялся первый в мире одиночный кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре уже. Случилось это относительно недавно, в 2002 году. Вот такие исторические совпадения. А по народному календарю 19 июня – это день Лариона-пропольника. На Лариона было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Пришел Ларион, дурную траву из поля вон, говорили наши предки. Да, но сорняки нужно выпалывать в любую погоду, и в дождь, и в зной, и даже в жару, которую обещают на сегодня синоптики. Давайте узнаем, какая именно погода будет сегодня. Итак, сегодня днем в центральных улусах температура воздуха составит 25-28 градусов. В Заречье днем будет 22-27. На юге воздух прогреется до 23 градусов. В Вилюйской группе улусов 27-34. В Нижнеленских улусах днем ожидается 27-30 градусов тепла. На западе также тепло 22-30. В Колымо-Дегисских улусах днем будет прохладно 15-24. В Янских 16-26. А на северо-западе 18-23 градуса. Это дневная температура. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 18 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. И днем ожидается 28-30 градусов без осадков. Ну а теперь давайте поговорим о работе. Представьте, что вы нашли себе подходящую вакансию и разместили свое резюме на сайте предприятия. Работодатель ознакомился с ним и изъявил желание познакомиться с вами лично. И вас охватывает ужас от предстоящего собеседования. И возникает множество вопросов. Что делать, как себя вести, что надеть, что говорить. Ну, словом, вопросов очень много. А советы о том, как успешно пройти собеседование, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Чтобы стать звездой на собеседовании, обратите внимание на образ мышления. Главная причина провалов на собеседованиях – это человек не может связать два слова из-за того, что нервничает. Чтобы этого избежать, рекомендуем представить себя в пожилом возрасте, задайте себе вопрос, будет ли это иметь для меня значение спустя 50 лет, чтобы на собеседовании вы расслабились и могли отвечать уверенно. Блистательное собеседование. Готовьте к самым распространенным вопросам, используя стратегию заготовки историй. Составьте список из 5 до 10 ключевых и самых интересных моментов вашей профессиональной жизни. Напротив каждого пункта напишите, как в той ситуации проявились ваши профессиональные, сильные и слабые места. Из 3-5 пунктов сделайте истории с предысторией, проблемой, решением и результатом. Теперь у вас есть ответ на вопрос «Расскажите о себе» и на любой другой вопрос. История откроет интересные моменты о вас, так все ваши навыки прописаны в вашем резюме, а сейчас вам необходимо понравиться работодателю. Не забывайте, что собеседование начинается, как только вы заходите в здание, так что будьте дружелюбны со всеми. Начните собеседование с открытого языка тела и глубокого вдоха, а затем переходите к своим историям. Заранее посмотреть социальные сети или сайт компании, откуда можно узнать, есть ли в компании какой-то утвержденный дресс-код. И если есть, например, если это бизнес-компания, то, конечно, деловой костюм с нейтральным оттенком. Если вы не уверены, то повседневный деловой стиль всегда актуален. Конечно, нужно будет принести подтверждающие образование и квалификацию документы, далее резюме, и будет неплохо, если у вас есть рекомендательное письмо. В первую очередь, это, конечно, опаздывать на собеседование. Опоздание – это признак того, что потенциальный сотрудник, он безответственен и не организован. Не стоит часто употреблять слова «не хочу», «не знаю», «не могу» и плохо отзываться о предыдущем работодателе и, конечно же, отвечать уверенно. Также работодателям будет приятно, если кандидат знает какие-то последние достижения, новости, и это будет только плюсом. Необходимо будет подготовить ответ на вопрос, почему компания должна выбрать именно
вас как потенциального сотрудника, да, и в этом ответе нужно будет указать какие-то знания, умения, навыки. Может, вы владеете какой-то определенной программой, которая поможет непосредственно на работе. Еще, если в объявлении написано «требуется знание английского языка», будет не лишнее подготовить информацию о себе на английском языке. Честно отвечать на вопросы, потому что будет в любом случае испытательный срок, тестовая неделя, и все потом подтвердится. Деловому разговору улыбка не мешает, наоборот, остается впечатление, что вы опытный и уверенный в себе человек. Следуя этим советам, все ваши собеседования должны пройти успешно. Владимир Протопопов, Андрей Секритов, Новый день, Якутск. А на дворе у нас уже лето, в самом разгаре. Лето само по себе очень прекрасное, и чтобы у вас остались только самые лучшие впечатления и воспоминания о нынешнем лете, мы подготовили для вас подборку летних лайфхаков. Я думаю, что они вам понадобятся. Посмотрим. Чтобы покупать летнюю одежду с хорошими скидками, делайте это в конце сезона, в середине или в конце августа. Таким образом, вы сможете значительно сэкономить, вплоть до 50%. Если боитесь, что когда вы будете купаться, ваши вещи могут украсть, то воспользуйтесь этим лайфхаком. Возьмите упаковку от влажных салфеток и просто положите ваши вещи туда. Буря не догадается, что ваши вещи хранятся там. Лето – прекрасная пора, но из-за комаров она может вам показаться сущим адом. Чтобы такого не произошло, предлагаю вам следующий рецепт. Нам понадобится половина лимона и гвоздика. Берем штук 15-20 нашей гвоздики и просто втыкаем ее в наш лимончик. Теперь вы можете положить этот лимон возле вашего окна, и комары вас тревожить не будут. Но что делать, если вас укусил комар? Вместо укуса ужасно чешется. Вам поможет обычная зубная паста. Просто протрите место укуса зубной пастой, и зуд сразу же исчезнет. Вы вышли на природу, но с собой у вас посуды нет или ее не хватает. Что же делать? Ее можно сделать, разрезав упаковку от вашего сока. И все, теперь туда можно положить вашу еду, а также снеки, чипсы и орехи. Надеемся, вы подчеркнули для себя что-нибудь полезное. Хорошего вам лета. Я хочу напомнить, что завтра, 20 июня, в Намском Улусе начинается Исэх Аланхо. Так что не пропустите столь грандиозное событие. И, кстати, те, кто не сможет посетить Намский Улус и праздник Исэх, может посмотреть его по телевизору. Наш телеканал НВК Саха будет транслировать его уже начиная с завтрашнего дня. И я хочу еще напомнить, что сегодняшний эфир вы можете посмотреть уже на канале YouTube. То есть те, кто не посмотрел утром, можете посмотреть повтор. А сегодня вечером уже и завтра утром на телеканале YouTube все повторы для вас доступны. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Впереди небольшая рекламная пауза. После здесь появится Гея Буртахова. А мы на стиле. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в стиле. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на стиле. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в стиле. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили. Негатив удалили, позитив на стиле и додо, на стиле on the dance floor. Это время истекло, let's go. Со мной все в порядке, мама. Просто стала я сама себе рекламой. Мой лайфстайл, мам, все заценили. Мама, мама, я у тебя на стиле. А мы на стиле. А мы на стиле. А мы на стиле. Mama, I'm a star, I'm a super duper star. Mama, I'm a star, I'm a
super duper star. Mama, I'm a star, I'm a super duper star. Mama, I'm a star, I'm a super duper super. Все в стиле, мы на стиле, заскочили, затусили, отскочили на стиле, отвалили к маме. Все в стиле, мы на стиле, минимально загрустили, отпустили грусть себя, развеселили сами. А мы на стиле, а мы на стиле, а мы на стиле. Mama, I'm a star, I'm a super duper star. Mama, I'm a star, I'm a super duper star. Mama, I'm a star, I'm a super duper star. Mama, I'm a star, I'm a super duper star. А мы на стиле. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в стиле. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на стиле. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в стиле. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили. Негатив удалили, позитив на стиле и до-до. На стиле on the dance floor.